Вы, русские, 70 лет на протяжении нескольких поколений ненавидели немцев. Причем тех немцев, которые уже не имели никакого отношения ко Второй мировой войне. И самое главное, вы ненавидели тех немцев, которые каялись за своих дедов, прадедов, и которым было по-настоящему стыдно. Вы писали на своих драндулетах на Берлин и кричали в пьяном угаре: «Можем повторить». Вы проклинали всю немецкую нацию. А вы, которые сейчас практически напрямую причастны к этой войне, которые поддерживают эту войну, нахваливают своего царя, которому плевать на вас. Вы не каетесь, в отличие от немцев, и вам не стыдно. Вы выставляете посты: «Я русский, мне не стыдно». Так вот, будьте готовы к тому, что и вас 3 поколения, а то и больше, будут ненавидеть и проклинать. Вы будете изгоями, как Северная Корея, над которой вы ржали и говорили, что они кто? Да, слабаки, лохи, позволяют ездить на себе. Так как кто вы? Вас кормят пропагандой больше 20 лет. В Чечне кто у вас был? Террористы. Слепили лепешку из говна и пропаганды, задвинули вам мозги, вы ее схавали. Террористы в Чечне. В Украине кто у нас? Правильно, нацисты. Лепешку из говна в голову вата съела. В Беларуси кто у нас были, а? Когда ваши 1500 росгвардейцев избивали, калечили и насиловали наших девочек и ребят в ЕВСах. Когда 1,5 миллиона ваших российских денег были отправлены лично Путиным, лично Лукашенко. Где тут вы защищали интересы русских в моей родной Беларуси, убивая моих соотечественников? Что в Беларуси было? Правильно, проплаченные протестующие, работающие на варшавский филиал Вашингтонского обкома, блядь, враги из Госдепа. Лепешкой из говна в ватную голову схавали, нахуй. Вы всю жизнь жрете пропаганду. Знаете почему? Потому что сильные вы, решительные только в кино и в книжках. На самом деле вы слабаки. И если вам показать правду, вы же просто обязаны будете что-то с ней сделать. Пойти на какой-то поступок. А вот способность на поступки у русских отсутствует. Поэтому вы умоляете вашу власть: дайте нам какое-нибудь оправдание, сфабрикуйте, придумайте. Они вам фабрикуют, лепешки из говна и пропаганды лепят, дают, и вы их с удовольствием жрете, потому что вам так удобно. Потому что таким образом вы оправдываете свое бездействие, молчание. Вам проще славить своего царя, которому воистину плевать на вас. Никогда в жизни Кремль, Путин не переживал за русских. Ни в Туркменистане, когда обменял русских в обмен на газ. Ни в Донбассе, ни в Крыму, ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Прибалтике, ни в Украине, ни в Беларуси не было интересов русских. И не сейчас в Украине интересов русских нет. Ценой вашего молчания становятся ваши дети. Мужья, братья, парни, любимые. С которыми вы могли жить, путешествовать, строить, планировать. Двигаться в светлый, в открытый мир. Но вам проще, сука, жить с зашоренными за железным занавесом. Кричать, что вы и так справитесь, и славить своего царя-батюшку, которому якобы, блядь, виднее. Так вот, русские даже не вас обманывают. Вы позволяете себя обманывать и обманываете сами себя. Так готовьтесь к тому, что вы будете прокляты несколько поколений. Так же, как вы проклинали немцев, кающихся немцев, которым было стыдно. Ты русский, тебе не стыдно? Ну так будь ты проклят. Живе Беларусь! Слава Украине! Героям слава! А миру мир! А Рашке позор!